В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Историческая дата. Личный состав и ветераны отмечают профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел России. Какие поздравления звучали от Рамзана Кадырова и на чем политик акцентировал внимание? Победившие тьму. Это социальная реабилитация инвалидов по зрению, адаптация их в общество, социальная защита прав и интересов. Общественная организация слепых региона празднует 90-летие. Какова история становления и как государство поддерживает особенных людей? В России праздничная дата – День сотрудников органов внутренних дел. Личный состав полиции – это мужественные и преданные родине патриоты, которые ежедневно решают важные задачи. Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошло торжественное мероприятие по случаю праздника. Что сказал Рамзан Кадыров в своей поздравительной речи, расскажет Турпалали Тайсумов. По всей стране отмечается этот знаменательный день. Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова приветствует министр внутренних дел по субъекту Руслан Алханов. По случаю Дня органов внутренних дел Российской Федерации во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева собрались многочисленные официальные лица. С момента образования данной структуры все сотрудники вносили огромный вклад в поддержание мира и порядка на территории Чеченской Республики. По воле Всевышнего некоторые героически отдали жизнь за светлое будущее новых поколений. Становление органов власти в нашем регионе стало возможным благодаря политике первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С приветственной речью перед гостями выступил министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов. Он поздравил всех с еще одним знаменательным днем. Это 20-летие образования данного ведомства в субъекте. Сегодня мы отмечаем не только День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, но и 20-летие воссоздания МВД по Чеченской Республике. Первый президент Чеченской Республики, герой Российской Федерации Ахмат Абдулхамидович Кадыров стал инициатором, сделал все для воссоздания Республиканского министерства внутренних дел. Для того, чтобы именно тогда еще чеченская милиция обеспечивала безопасность нашего народа. Продолжая дело своего великого отца, глава Чеченской Республики, герой Российской Федерации Рамзан Ахматович Кадыров особое внимание уделяет безопасности нашей республики и ее жителей. Работе МВД по Чеченской Республике Рамзан Ахматович уделяет особое внимание как материально-техническому обеспечению, так и повышению боеспособности его личного состава. Сотрудники органов внутренних дел Чеченской Республики всегда готовы выполнить любой приказ нашего национального лидера. Рамзан Ахматович с самого первого дня носит неоценимый вклад в проведение специальной военной операции, в которой принимают участие наши бойцы, о подвигах, мужестве, героизме которых известно далеко за пределами России. Они, как доблестные воины, писали свои имена в истории нашей страны. Мы гордимся нашими героями, настоящими патриотами великой России, уверены, что они с честью выполнят свой долг перед Родиной. Мы искренне признательны Рамзану Ахматовичу, а также президенту регионального общественного фонда имени героя Российской Федерации Ахмада Абдулхамидовича Кадырова, Аймане Несиевне Кадыровой за оказываемую поддержку сотрудникам органов внутренних дел, заботу о семье наших погибших боевых товарищей. Во имя мира и светлого будущего нашего народа на боевом посту ушел из жизни непобежденным первый президент Чеченской Республики, герой Российской Федерации Ахмад Абдулхамидович Кадыров. Ахмад сила, Аллаху Акбар! После к собравшимся обратился Рамзан Кадыров. Руководитель региона отметил, что чеченские бойцы и сотрудники правоохранительных органов трудятся на пути, заложенном Ахматом Хаджи, а созданные новые подразделения армии с успехом выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Сотрудники МВД Хилудо. Руслан Шагаевич, чего бывший не бывает, то не надо.
ويتعبجلي دون ملص ستركتورة خلشي ميتشا خلشي دون وبلخ دو على أرض الداز ويدون ونيت يا عامل حشار بيعك نيت يا أحبك شعر دو دق ويدون ملخو دون ستردنك وروسك بعد ديوالويز ومن أبرون ديوالويز حقيش حديوالويز أشي شعامل حجنيت يا خلاصتر دون تو ساعات دون سمني واتسات ليش ساعات даже задумываться что он есть так точно вердона диаси хабюрше иштвой дона Министерство обороны батальон полк дон какие дополнительные дон неведомственный полк новый дон так сотрудник что он дух без диаси хабюрше дон Inti kichi budon diabola siabola veen uurschwana mulch met daar dagiton we hundin der dona Oekraïne daar budget wamber daar gewoon heel stad der dan stad dona we sige kel nabrat binna ki beer dan le twam boish boch beer voor adaget sige dona результат харьясар вояк бияк бате шадер цунделе хорсат дона подразделения оли беш астабина ищи таковец дон добровольч но Мариуполь попасный лисичанс хаяк шхилбол добровольч цану арнаш оушта хавы полки батальон калердасон сун искенчен дона استيعابه لشان أتعش بقى دون كمان در بالكا وجيبت الدوار دون زكاة أصبح مثلا ويشن شيء كمان در بالكا يا وشني عارف كمان در بتلون ويزحوا عجي كمان در بتلون أنا طبعا عق وجه شغل بوت برشدون ديك بكهزاتلش أدني زلوتشخ كمان در دون جيت أقول تشادون أهوك شو دستون ملخودانا درج حقع درج حقع دات باش دوتشه در یست دان كمان یست ریشین كمان دان است یک آیوکش دان 11 رو بانداشه و تا تعدین По словам генерал-полковника, все, кто пытался разрушить целостность страны через Чеченскую Республику, потерпели сокрушительное поражение. Несмотря на это, Запад, возглавляемый Соединенными Штатами Америки, продолжают эти жалкие попытки. Международный терроризм, терроризм вообще на самом деле нету террористов. Есть террористические государства, сообщества во главе с Америкой. Они создают людей и называют их террористами, экстремистами. Засылают любые государства, чтобы разрушить государство, чтобы защитить свои интересы в это государство. Сирия, Hanna leçmeli şebeşi don. Oğuşalı buzovna. Kanse leçmeş. Şebeş buzovna oğuş liyeç varaptan. Sağ Amerika leçtak basar, İsrail leçtak basar. Sağ leçtak oğuş liyeç var buzovna don. Sarin sistemi yeri don. Mildoq buzovna bayantiya. Oğuş etmiş. Buzov bu boş don. La ilahe illallah Muhammed Resulullah boş nad. Mildoq oğuş bayantiya don. Is dan цель, тактика, цель dan, цель идея во все времена ходи надо и das. Так шейхом те даки, от сега шей правил дайтош. А выдал час ардона, ака и правил dan. На захватит арбола, кентибу. Здесь же политик подчеркнул то, как храбро чеченские подразделения проявляют себя с самого начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Also, she ишейтнаш шаш никогда в жизни дона шегар хаякло римач вообще догадаться совершенно дона шегар Мариуполь хаякло дона вообще представление я совершенно
40 тысяч ورش هشتغل عشان دقيقة ده شغل حياة قياس بوشاش تسبيرش أول تيجي تشوف أنا آدم وتدعوا حد ولا وتيجي تشوف أنا قشة زرع عزل بيوان نسمم دل تلت شوي دون التروح ده شستي دون بولش خلوي شو دون واحد شلا أول نشلا تشوف شو قشة زرع عزل بيوان وش ما زيد بتاع 9 متر شو بقى بلا بوش بولا عندنا 500 متر دون تتلي باردون شو بيالشونا تشيعدون حلقة بلدون إيجور دي غاية إيشيتنش يوش برستيسش يوش دون يا دون تسير الزود إيش عرقايو كان إتشواح بس مسوت صو لزينة جوش دقيدوش إيشاش يد إتشواح نش مشبون ويك أنتي بوقداسون هودنا دا أوجريج أودان كاتشمنا برشراح إمت كاتشين هودنا ميلو إنستركتور حوالين هودنا ميلو إنستيتوت دالياك استراتيجية شغل متجه وي نوشيك إنش بروس دعسحش سعادة ويلات شهور دينا هوكل متكاياكي أو هوكل متكاياكي أو هوكل متكاياكي أو بوشه حيوش داله إمت كنون تعنين داله يتصل على باباسن يتصل على دودوكو قرداش ودي أحد ليش شانس تبي تجناده أنا تيجي خلص دون افتياري سبيسة دون أحمد دون تروي كوربوسي زامد بولكي دون كذا بولك كساخلا واتسيجا خاكم بروستا تشوبا نا حياة كانوا ليش شانس إيش حياة كانت دون ركوت بس التليفون تاعي حياة كانت تيش بس الناس تندسون دقر دونه ساكورت أيبن دونه شو ده ولا لا دونه وي مصر ده ولا لا صن دونه تاني ديانس ده ولا شو. Политик подчеркивает, что всегда выступает за соблюдение религии и достоинства, а тем временем Америка включила его в самые разные санкции. Все это, по его словам, не имеет никакого значения и тем более последствий. А бывшие руководители так называемой Ичкерии никак не проявляли себя на полях сражений, рассказывает глава субъекта. نيستدين هل هوقع ويقلدوا اللي هوقع ونحشل تلردين ده هوقع ويدون بوصل دين تلردين متك يلح شين لقشوا دون حوالي حقنا وبوصل دين لرب درب عندوش ونحشل لا لرب عندوش سهو دنيا العميل الصانت شو عوق ده صان تعلي تعد دون دك عزنا بريستوفليني وش اس بوصل دين خلديز سميني انستيتوت خلديز دون هوجا دون إتيبنا وجتيبنا خدبات خلتر بات آلر بعندوشه إس ديتر بعندوشه دون سكنيجا جين سويش دون سامو دوك سانكسي شو ونقص دستان دعبرنا إثناء أول وعاخوجن تارسين دون سويشانيش تارسين أبسودينيش يوه وين خبر زوج بوت ناخ تان يحصل يتسير هذا استويات تان شاش هو ديش شين هو ديش خلشي دونه تان إذا تعلي تعالى يحكي شعوي تندل تار هو يوتريو يسايوش لشان لدو غادون ويداش ديش تاسون ويدون علاق ويدوش دو متك دونه لو مت دعوة شنا فيديو ياكدون تخوت هين سوق باباس نحدوش دوشنا تماريو بولش دوش دوشن توريسي شانسكي دوش دوشن تو هوك دوش دوشن تو حدول دو بوغا جيت شاش أجي ساعة جيت شما يوش ساعة وضعنا مشلون ساعة شقو تروش كتون ساعة خبر ساعة دوش يدعيان ساعة وضعنا مشلون قيشي خم دو خبر دوشلون تان ويديش هوقوم دول ديش دولن ديل هوقوم دونه حش كوتش دونه نيعق بيزا نيعق داكا جرجر معكيز جرجر معكا ملخ كيرتو بيا كيرتو ها هوقوم من يشتغل مخ وملخ شمنا ويكيشي دوش ويقام ديش دوش
целалош до шейт хули до кидам зал шейт но дон мачи тут квесна дон но олес исен дона ит квесна мачи дон но олес шейт ан варнеш шейт ан варнеш дон сун цемо не дон Nächsten schon der Tierstall da immer nicht schlecht. Das geht schon schwer dabei, schlecht Haushaus das so. Prost immer nicht. Das geht schon Haus da schlecht. Aber das ja. So Minute da es hudente. Dik do as ich gehe jut es. As ich gehe was hat hudene es huda es sich da. Ich gehe was hat holt schon so wo so mit wanti da. Så ikke er det jo ikke er det jo akkurat så det sånn del året nærmere sånn eller zakayat og ambisjon zakayo del det sen del ikke del året zakayo hawo شيء دانا مسخاد أهلنا بولشا أقول حلقة تقول ستيل دانا تنح بخوت شيء دانا تنح ساعة ويرش دانا این بوق دانا شامل وق دانا سنادين إيش تكيتا وات إيش ناحية تابات إيش دانا شوتينايات إيش رجالات من إيش ناحية تسألت عن ترشيش إيجي يحتاج شيء دانا حرجالات منو حدان بريستوبتيك وعد حتى جات لهما يتحبوش بس عيوغال مسخاد وغال ومال وغال شيء أميل دينش نح سو إيش كيري باش حا إسفلنا شيء أبي عزنستي وكمان دشي دان ويرهوني دان هينز أس كمان أس دانا يتصادق علمي قولريو بروست شيء دان نتون يحتوي هو على خير داستان يحكي يخير وزير دان بروست صندوق شعاج داويس يا صب مش له هو قاعد موزك شعاج داستان يموي ديش الموزك دان تموخ كلن ديش الموزك دان أوت يحتوي شيء يا بدي ما يرول لوز ليدان أول كتياتر يا دانا حلاوة للسنة أول دانا رول لوز لي يا بدي ما يو نو دتوود شو رولات دان سنم أوسكار يونا سامم ديلي دان لوشال دان دتوود أوسو رول لوزاش دان سنم يازين أوسكار لو على مغرب دتوود دان شو إغرات ديش دان. Сегодня воины должны защищать свою родину. Чеченских бойцов для этого предостаточно. По мере приближения Нового года Грозный нужно охранять особенно тщательно. وي موخدر ببيز وي إيت إزرجاج كانتونا قام بيشتغل دا لوتشو وي طبعا نحكي شواح شيء السطور قال ده الأعوي وش اللي ساعدنا يوح نخوات كسرت ديكو يوش بولنس يخدم يزف تسلم MVD شيء بابي شو دون داك روزغارديري دون يعني ويدن سنراني نشدون الشيخ البيش بيش دون بوست بيلش بيش أهوك شو دون ويلنش شايك بين ويجر سيو داك لازين شارع سيو ده البول تاكلان شارع سيو دون إيشوتا كدون ويدل شيء بوش دكتور يشتبو دون دهنا بدون غالو أولشي غال يزن خل مسو دون حوسا حوشة دون دبلنتين غال دون دا ستودكش بالا بين خيجله ونشكرا دون أبيدتينكش دون تعامل سخلي تعامل نقول صيد وغال ليش وي بواب بيز دون هكا بولخ تعام هم ده ملوه ليش يعت بولان ده دون وي جوق دون مسألة دون دالات ديش دو هاي ديش دو ده إمودة تان تاشو كاشر إمودة زميوت أشو بيدن داس روسان شغايش حزين بدون حتى أشو بيداس دون لا يوسع خسات أشو ده الجنا دون زول ده ويوش كتشنا يو دون خزان دزدش شو خاطر دزدش دون إمودة دون خزعي دوي دون عمل عش نوتش ندل ديز نوتش شن غلق دوز عادت دوز موق بويز خديس ديزا النوتش دميليسي دون تشينسكي إمودة ساسولدي كميش تشينسكي دون تخلع بريد آخر يسأل دون دعك خينا إم ميليسي دون قولك ولا تيجي دون ويكينا دعكتنا روسان شاش على هواش
ويت امش بولي تسولت يا ويدانا ساعة نحصل اش ساعة باسكات سيولش ساعة سبيس اوبراتيف بوش نا يرش داتس اولش دانا ويدان ايمين دانا شي باتوش دانا سبيس اوبراتيف شيش دانا او مخر اي شيء نش شي اي دان يدينسن دان ريجيون يدينسن ميسا دان где победили терроризм. Зюбо в Ишинеге американский, европейский, ходня мелio институции, ца разработали стратегии и в Ишинеге дон. Из в мухун Ишин, в дай иштхил дон, в дай иштон, да эмана дон, маршрут байрак, ларина, لريتنا دين غلق غلق ويجرحات صداقتنا ويتجعل نطان دون وما كع ماجك شتو وما كع حجر شو وما كع دقع قرآن عموشتو وما كع دون أدم بيشتو. Политик не оставил без внимания и тему недавно прошедшего в Грозном концерта. По его словам, интернет-провокаторы просто показывают свою трусость. Интернет شواحين سا концертنا نوشي جواداس سا ارتيست والنا. أبوح يازي أشتون قريت وام ودو ونيادنك منيادنك يا واس وبيو صعب شبو تعالى ده أبو تعالى يخيرو أشراح حدول شيء ندول لنشتونه بلوشت حدول ماجد شدان ديالوجي دو يعني تعاون ما تفيدي داستان يازيش بوجه يجري بوي إيش كان سرتشكا إيش كان سرتاه خوجن عشربان سيعدا بوعدانا يكمن تاجي شو تعال نحكي وتشلون شو إيش دانا تعال ما يحصل يدانا تندل دام ولا دانا وشيء نسوي يخلص ده ويدانا По словам главы республики, некоторые источники указывают, что бойцов отправляют на Донбасс по его приказу. Однако все должны понимать, что солдаты приносят присягу на выполнение служебного долга, вне зависимости от времени и места. Он лишь создал для них самые лучшие условия. Те, кто проходит подготовку в качестве добровольцев, также получают все необходимое. Они, к слову, приезжают со всех регионов страны. ويتعال هوردين على ديش دانش دو سانش دو دوشتون إيش دون ديك سيدون ساعات عمل ديش عش ديك عش دو شاش دون مصر أصلي يوش شاش دون بولنس دون دد شاش دديش دون همش دون بولنس هنز دندن تشك تاع شاش دون مصر دون سوازي عو ندرات أمتع بوكش أمتع حتو شيء دون سنلعدو تاع جيرزو والسلش سهول لزتبيش سهول تاع تعبول جارد هنسي بوس دون اس بغيت نمرش دون كده روز بريكاز بغيت نمرش بدوك بيش دون إيش نسامم ديله دون для этого и созданы батальон полкиш изначально дун да донат он бельченаха митчен дабабиеш квелмы что استن условия نقدسنا مصدر قيشن حيوت شو условия قيشن حيوت شو برنجلت دانا إتوز سلا ولي ميخن يزنك كورتل شو كاسك دوتشون ستورو بلدا خوانا تيشر بلدا شيء دان ايو شو ماتش فورم يو شيء مشيان حق شو угритуеллак бронированный вышнак استن ходина мелдор условия إيش دانا تجاها تولى خليت إيش لست بيت إيش بلت بليت أسا أسلوبيش نداستان دا سو دبرولت سو دانا تيجي دان دعال لت شارح تعو دانا سيديال سا دعني قوار دوش هند أشي يبيوحل نقطة شو رسي باش عاقاش أبيزاتن ويدول شو كوتشريو تسولت ياها قان ويد زم ويدك مخلنا ويدا ما دوتش أدوال لحلي شوش طلمشة إيش درجة حبوش بوش دنيا جماعة سمتها سراز زيلينسكي تيعدانا شيء شو ما بيحكن شيء طولم كل ماتش سراز دان زكوانت يزديز أدان بيروت دقيقين زكوانت يزديز سبود دان هاني هان دستان إز دان هدو دان سار لاش ده كدو
Putin закончен лардеш Куранду, паямар де саваршма, паямар ларвешу, така семейный институт ларвешу. Мосума дан дину мелбош достолума, вай пашалка закончен лардеш нугзон. А пашал ларве дана лечвочвег, така إذا دعنا وجه بصوب دخلر دعنا تون شيكو يوهن أجي دالا حولا مزدا تاع مالها كابي تاع تفش حلقة دعنا حضير شوالح دعنا لا مز مالها قرآن عماشة يفش حلق لريش لتي ليه باح دعنا إس حلقة فش عبوق دعنا لتي ليه باح دعنا سند إغازة تباح سند لوي دعنا ديل دعنا تاع شيكو يوجي إغازة دو دا مولا ويتولر دو وي Kwart abduch endi bu hoordina selna dan shibad awana das dan we par region в России hayakshi most region der kina habo we dolche dan üç hoorkina 200 gavoy şu цану минимум 15-20 до 25 noch schon das dann hawo добровольц İşte da üç hoordina da üç da цан уешлот эдуаха, кугдуаха, моссо иш обучать бой, цан дополнительно да, цан шерас хочет, чало, моссо мал дамогоч куша бешедас. Извай да, там алочтол да, дох мелла да, и там тул сих туалит да. Далее наступила церемония награждения отличившихся сотрудников внутренних дел и бойцов различных воинских подразделений. От имени президента Российской Федерации они были награждены орденами мужества и медалями разных степеней за героизм и отвагу, проявленную в ходе выполнения служебного долга. Беслан Алханов работает в этом направлении уже 15 лет. За свой высокий профессионализм он поощрен высшей наградой Чеченской Республики – орденом Кадырова. Все отличившиеся в этот день выразили искренние слова благодарности за высокую оценку их профессиональной деятельности. Орден мужества елар общий святание правик шабос был команде оболних мастер общей заслуги. После специальной награды удостоился и сам глава региона Рамзан Кадыров. Вручается главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, приказ министра внутренних дел Российской Федерации от 10 ноября 2002 года за номером 1088 о создании Министерства внутренних дел Чеченской Республики. Концертная программа приятно дополнила торжественный вечер. Собравшиеся вновь убедились в том, что их труд и старания всегда отмечаются на самом высоком уровне. Турпа Лолита Исомов, Хусейн Мурдаханов, Анзор Тураев и Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В Грозном почтили память погибших при исполнении сотрудников полиции. На центральной площади имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялось возложение цветов к мемориалу памяти погибших в борьбе с международным терроризмом. Сотрудники полиции отдали дань уважения коллегам, которые отдали свои жизни во имя мира и свободы на родной земле. Памятник находится на самом центре города, напоминая жителям и гостям столицы о высокой цене благополучия. Рамзан Кадыров принял участие в видеоконференции с руководителем Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Романом Новиковым. Главная тема – реализация проектов в сфере дорог в республике. С подробностями мой коллега. В ходе видеоконференции с главой региона руководитель Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков отметил, что совместно с Чеченской Республикой удалось достичь больших результатов в реализации различных проектов. К примеру, строительство обхода Гудермеса, которое близится к завершению, капитальный ремонт участков дороги Кавказ, а также пути от Коби до выезда из Новощедринской. Очень большие объемы в этом году мы выполняем
Мы вместе с вами организовали работу нескольких проектов на федеральной дороге. Для меня очень приятно отметить, что идет к завершению строительство обхода Гудермеса, и, как мы и планировали, в 2004 году введем объект в эксплуатацию в полном объеме. Мы с вами вместе решили вопрос, и очень приятно, Рамзан Ахматович, что начали в этом году проектировать обход Грозного. Мало того, при вашей поддержке мы двинулись дальше. И тот объект, на который вы обратили мое внимание во время визита в Чеченскую Республику, это обход Хасавюрта, тоже включен в 5-летний план. И вообще этот документ, распоряжение правительства 1601, который утвердил 5-летний план работ дорожной отрасли на период 2023-2027 года, он стал таким знаковым и важным для всей отрасли. Дорога Кавказ на территории Чеченской Республики на сегодня почти на 80% состоит уже в четырехполосном исполнении, 94 километра из 116, и мы продолжаем эту работу. Мы на сегодняшний день четко понимаем, что республика идет строго в соответствии с планами. Все средства, которые доводятся до дорожников, используются в полном объеме, и сегодня плановые показатели, которые перед нами стоят на итоге 2022 года, будут выполнены, а именно агломерация 68%, региональная сеть 55,2%, это уже план 2025 года практически выполнен. И нормативное состояние опорной сети будет 67,2%. И вот как раз мероприятие, которое сегодня предлагаю провести, а именно подписание меморандума о 5-летней программе дорожных работ во исполнение поручения президента, которое нам дано до 1 декабря, предусматривает собой исполнение главной задачи тех работ, которые в ближайшую 5-летку нам предстоят, а именно доведение опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации, в данном случае на территории Республики Чечня, до 85% нормативного состояния. Рамзан Ахматович, уверен, что мы выполним эту задачу и выполним все планы, которые перед нами стоят на территории Чеченской Республики в ближайшую 5-летку. Спасибо вам за огромную поддержку дорожников и за огромную поддержку всех тех начинаний, которые на сегодняшний день осуществляются на объектах дорожного хозяйства. Рамзан Кадыров выразил благодарность за поддержку в реализации проектов и отметил, что регион оправдает доверие со стороны Федерального дорожного агентства. Мы очень много совместно сделали не только для республики, для всей России. Сегодня с большим удовольствием подписываем меморандум между Федеральным дорожным агентством и Чеченской Республикой о дальнейшем взаимодействии по развитию автомобильных дорог общего пользования Чеченской Республики. Хочу сказать искренние слова благодарности за то, что вы нас поддерживаете. И я тоже уверен, что наши дорожники не подводят вас, но они строят качественные дороги. Нам не стыдно смотреть друг другу в глаза, и дальше будем развивать, строить. Это поручение и президента, это и нужно для населения, для народа, поэтому мы делаем самое доброе дело, и настолько мы будем качественно выполнять поставленные задачи по проектам, то это будет зависеть от отношения общества, руководства государства. И как вы стали руководителем дорожного хозяйства во всех регионах, по-другому заработала система, никаких проблем нет. В любое время можно позвонить по телефону и задать вопросы и получить ответы. Спасибо вам большое за сегодняшний день, за то, что вы нашли время. Благодаря тому, что регион работает с опережением графика, удалось приступить к ремонту дорог, ведущих к комплексу Ведучи, что также поможет развивать туристический потенциал субъекта, говорит Роман Новиков. Он спрогнозировал, что по итогам года республика станет лидером в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по всем показателям. В связи с тем, что начали работать немножко на опережение, уже стали решать вопросы не только реализации опорной сети, а еще и взялись за те объекты, на которые вы обращали внимание.
которые являются строго социальными, решают именно проблему людей. Особенно не только жителей Чеченской Республики, но и гостей. Мы, как обсуждали, Рамзан Ахматович, приступили потихонечку уже к приведению соответствия дороги на туристический комплекс «Ведучий». И мы, вот как это говорили, мы это обязательно сделаем. Это будет таким тоже очень хорошим показателем для туристического развития республики. Ну и еще один момент. Я, правда, забегаю немножко вперед. Мы прогнозируем, что по итогам 2022 года Чеченская Республика станет лидером в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по всем показателям. В прошлом году мы отмечали, вот Бубакар присутствовал, когда подводили итоги по узнаваемости проекта, и положительным откликом граждан заняли первое место. Более 80% положительных откликов. Это очень мощный показатель с большим отрывом от всех остальных субъектов. А в этом году, предположительно, займете первое место среди всех субъектов именно по реализации объекта. После прошло подписание меморандума о 5-летней программе дорожных работ во исполнение поручения президента страны. Подписываем, Рамзан Ахматович. Бисмиллах. Рамзан Кадыров пообещал выполнить все пункты, прописанные в соглашении, качественно и в срок, и поблагодарил Романа Новикова за постоянную поддержку и внимание. Спасибо большое. Продолжение будет, да. То, что мы подписали, не может просто остаться без продолжения, без серьезных решений, и обязательно, они выполнят все, что подписано в этом соглашении, Спасибо вам большое за поддержку. Это все, благодаря вам и вашей поддержке, а то, что наша сила, мы всегда готовы, Спасибо, Рамзан Ахматович. Все возможно только вместе. Вперед! Да. Федеральные автодороги связывают крупные населенные пункты республики между собой и соседними регионами, а увеличение уровня транспортной сети и ее экологической безопасности – это приоритетная задача для субъекта. Адам Магомедов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Для участия в спецоперации из Грозного отправилась очередная группа добровольцев. Все они предварительно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа. Ежедневно в столицу региона прибывают по зову сердца истинные сыны Родины. Они желают отправиться на борьбу с националистами. Кто провожал бойцов и какие напутственные слова звучали, расскажет Мадина Нусалчиева. Люди самых разных профессий, наций и возрастов собрались в очередной раз в аэропорту Грозного. Их можно охарактеризовать одним общим словом – добровольцы. На этот непростой, но отважный шаг их побудила неизменная любовь к своей стране. Большую часть своей жизни работал в безопасности. И не смог сидеть, скажем так, дома, смотря как происходит нацистская нечисть и так далее. В общем, если не мы пойдем, то они завтра к нам придут. Проводить бойцов уже по традиции приехали официальные лица, председатель парламента Магомед Даудов и вице-премьер правительства Чеченской Республики по силовому блоку Абузаид Висмурадов. Ни одна отправка военнослужащих и добровольцев не обходится без напутственных слов. Бойцы, мы, ваши братья по оружию, приветствуем тот выбор, который вы сделали добровольно выйти на путь защиты нашей страны, нашей Родины и нашего населения. Прежде всего, наши духовные ценности, те ценности, которые защищали наши отцы и деды в далеком 40-х годах, борясь с этим фашизмом, с нацизмом, а теперь уже с этой бандеровщиной. Бойцы, мы желаем вам удачи, желаем, чтобы вы живыми и здоровыми вернулись в ваши семьи. Берегите друг друга, поддерживайте друг друга, это очень важно. Чеченская Республика уже успела стать центром отлета добровольцев. Отдать долг Родине сюда съезжаются патриоты с самых разных точек Российской Федерации. Цель у нас одна – закончить как можно быстрее это, чтобы все
приехали домой живыми, здоровыми, к семьям, чтобы не было больше там этого. И все. И до цели мы, до своей дойдем любым путем однозначно. Желание у нас хорошее. И точно выполним свои задачи поставленные. На одном желании защитить родину далеко не уедешь, и руководство региона прекрасно это понимает. Поэтому каждый доброволец проходит обязательную боевую подготовку в Российском университете спецназа, где его обучают всем необходимым техникам и навыкам. Все эти люди здесь ради одной единственной цели – отважный подвиг во благо своей страны. Самолет доставит около 200 патриотов прямиком в зону проведения специальной операции. Мадина Цалчиева, Магомед Тагаев, Вести, Чеченская Республика. Региональная организация слепых отметила 90-летие. Она всегда преследовала цель интегрировать незрячего или слабовидящего в культурную и общественную жизнь, делая важный шаг к формированию толерантных установок по отношению к особенным людям. Что включало праздничное мероприятие, расскажет Медина Мударова. Чеченская региональная организация слепых была основана в далеком 1932 году. Сегодня же она отмечает свои 90 лет. Поздравил ее участников с таким знаменательным днем директор Общероссийской общественной организации слепых Владимир Сипкин. Хочу от имени Центрального управления Всероссийского общества слепых от себя лично поздравить всех участников торжественного заседания, особенно членов Всероссийского общества слепых с этим прекрасным, замечательным юбилеем. Благодарственными письмами за активное участие в общественной жизни региональной организации были награждены представители местной власти и инвалиды по зрению, состоящие на учете. Поздравляем вашего руководителя и вас, конечно, ну и огромное просто такое, знаете, человеческое спасибо вам за вашу работу, за освещение всех наших мероприятий. В ходе мероприятия перед зрителями выступили с песнями. В состав Всероссийской общественной организации входят 74 региональные организации, объединяющие более 213 тысяч инвалидов по зрению во всех субъектах Российской Федерации. Сообщество прилагает все усилия для достижения основных целей, таких как реабилитация, профессиональная адаптация и всестороннее обучение незрячих граждан. Я хочу от себя лично еще раз поприветствовать всю Чеченскую Республику, ее руководителя Рамзана Ахматовича Кадырова, с этим прекрасным юбилеем такой очень, будем говорить, старой организации, как наша Чеченская республиканская организация. Это благодаря ему во многом она, в общем-то, сегодня живет и работает. Ну и мы стараемся тоже помогать именно из Всероссийского общества слепых, содержать организацию, местные организации, помогать им в работе, ну и, естественно, заниматься реабилитацией инвалидов по зрению Чеченской Республики. Несмотря на проблемы, люди не теряют надежды и веры в себя. Они, как и обычные жители, учатся, работают. Абузейд Турганов с детства инвалид по зрению, но это не помешало ему проработать учителем истории 41 год. Всей душой он любил и музыку. Когда учился в интернате для слепых и слабовидящих детей, участвовал в школьной художественной самодеятельности, это меня как-то увлекло, и вот с тех пор я, значит, занимался игрой на разных инструментах, а потом уже, когда работал в школе, занимался с детьми, учил их петь, вокальные группы у меня были, дети выступали. А вот Абу Солта жизнь совершенно случайно связала с обществом слепых еще в 90-х годах. В то время у них не было условий для полноценной жизни. С тех пор он всячески помогал им как с ремонтами, так и с трудоустройством. Это продолжается и по сей день. Случайно не свелась от себя. Абсолютно брошенный, можно сказать, аж нахборг, что она соглушбаться, что она цирвоюл возможность счастья, что она. И я помню в то время царь вот я шеда он царь свечной цех и цех восстановить аж царь парафин для изготовления свеч, что он свечную нитку нашел, да он что сухая надуин да даю лила сердце да он отношения сердца. И вот султ я масанду из да он царь и что чумана бросая все дела одним словом, что вот я шаушился да он дальше сам по себе суна царха хиет да он сун царь водолях да он дейл да
С момента своего основания организация прошла через огонь и воду. В самые трудные годы работа не прекращалась. Огромных усилий стоило сохранить за обществом территории и здания. Сегодня понимаешь, что все было не зря. У нас одна из старейших организаций. На учете у нас на сегодняшний день состоит 3817 человек. Это социальная реабилитация инвалидов по зрению, адаптация их в общество, социальная защита прав и интересов перед государством. Это наша основная деятельность. Стоит отметить, что после совместной встречи главы региона Рамзана Кадырова и председателя чеченской организации слепых Хавы Каримовой, на которых были затронуты важные темы, сообществу уделяется особое внимание. Объединяя сотни тысяч инвалидов по зрению, Всероссийское общество слепых служит благородному делу. На сегодняшний день на учете Чеченской региональной организации Всероссийского общества слепых состоят около 4000 незрячих первой, второй и третьей группы. Руководством республики регулярно оказывается поддержка. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская республика. Стали известны имена победителей международного фестиваля «Орфей». Он собрал талантливых вокалистов. В этом году участников было более 70, рассказывает Луиза Яхьяева. Участники готовятся к финалу, а зрители предвкушают зрелищное завершение конкурса. Борьба между лучшими должна быть интересной. Пятый юбилейный фестиваль-конкурс «Орфей» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева собрал сильнейшие голоса России и зарубежья. Принимающей стороной в этом году стала Чеченская республика. 70 участников демонстрировали свои вокальные способности на сцене Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Лучшие дошли до финала. Они соревнуются за победу в нескольких номинациях и за звание Гран-при «Орфей-2022». Репертуар песен, звучащих на финальном выступлении, самый разнообразный. От арии Моцарта «Царица ночи» до народных композиций. Каждый участник выкладывается на все 100, а победителя определит компетентное жюри. В этом году у нас было очень много участников, больше, чем обычно. Приехали самые достойные, и, естественно, среди этих достойных мы должны были выбирать. Но у нас были еще определенные свои критерии, и в конце концов, я думаю, что нам это помогло. Проведение столь масштабного мероприятия – дело ответственное и сложное. Отец одной из конкурсанток, Николай Евдокимов, признается, что объездил вместе с дочерью всю страну, от Владивостока до Калининграда. Но такой высокий уровень организации и столь радушный прием только в Чеченской республике. Это и Тверь, и Москва, и Питер, и Тольятти, очень много городов, все не перечислишь. Но самая лучшая организация – это здесь, признаюсь, как есть. Потому что условия очень хорошие, очень добрые отношения и к конкурсантам, и к условиям проведения конкурса. Конкурсные дни были интересными и познавательными. Мастер-классы от именитых членов жюри, обмен опытом и, конечно же, незабываемые эмоции. То, что увезет с собой каждый. А дипломы 5-го международного конкурса «Орфей» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева вручили 9 участникам. Лауреатами 1-й, 2-й и 3-й степени стали еще 11. К слову, поддержать фестиваль-конкурс приехали из Монголии. Что нам понравилось именно как страна, которая впервые участвует от Азии, то в первую очередь хотелось бы выразить искренние слова благодарности вот этому творческому, вообще креативному, очень такому активному коллективу в лице Чеченской государственной филармонии. На самом деле здесь с первого дня приезда нас поддерживали, заботились о нас, и каждый организационный момент был вообще организован на высшем уровне. Награды победителям вручила первый заместитель министра культуры Чеченской республики Марет Байсарова. К слову, конкурс проводится в рамках национального проекта «Культура» при организационной и финансовой поддержке Министерства культуры России и Чеченской республики. Борьба за звание Гран-при «Орфей-2022» выдалась увлекательной. Выбрать лучшего среди такого количества талантливых вокалистов непросто. Возможно, именно по этой причине главную награду в этом году взяли двое. Один из них – конкурсант от Чеченской республики Башир Байгиреев. Все эти годы я подготавливался, и, альхамдулиллах, в этом году мне посчастливилось сразу выиграть Гран-при. И я этому очень рад. Организаторы обещают, что следующий фестиваль-конкурс будет куда сложнее. Требования к участникам и выбранному репертуару выше, а оценка жюри жестче. Луиза Яхьяева, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика.
Состоялась творческая встреча воспитанников столичного детского сада «Мотылек» с журналистом и писателем Мусой Арсунукаевым. Мероприятие прошло в рамках акции «Встреча с замечательными людьми». Что обсуждали, к чему пришли и каковы впечатления, расскажет Лейла Муртазова. Учащиеся детского сада «Мотылек» встретили заслуженного журналиста и писателя Чеченской Республики Мусу Арсунукаева с стихами, песнями и танцами. В рамках акции «Встреча с замечательными людьми» ребята уже знакомы с многими артистами и писателями, и этот список будет только расширяться. Инициатором данной идеи является начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова. Дети маленькие, у них очень редко бывают походы в театры, они читать не умеют, и поэтому мы решили, что им будет очень интересна встреча с настоящими писателями, с настоящими артистами. В дальнейшем мы также планируем еще встречи с людьми спорта, науки. Муса Арсунукаев рассказал малышам о своем творческом пути, семье и работе. Дети слушали гостя с большим интересом и задавали вопросы. После беседы писатель подарил ребятам свои книжки с наилучшими пожеланиями. Они непосредственно, очень чистые, очень эмоциональны. И это вдохновляет, это радует, это как-то действует на тебя очень сильно. Больше всего дети хотели, чтобы стихи для них прочитал сам писатель, ведь прежде это делали только родители и воспитатели. Встреча помогла детям еще больше заинтересоваться книжками. Беседа с писателем оставила в их сердцах приятный и неизгладимый след. Детского писателя я представляю себе так. Это очень взрослый и умный человек. Он много учился и много знает. В завершении встречи Мусе Арсунукаеву вручили благодарственное письмо от Хадижат Кадыровой. Он, в свою очередь, поблагодарил руководителя департамента за такое внимание и высоко оценил ее подход к работе. Хадижат Рамзан не знаком, но от моего имени, от имени нашего союза писателей, передайте ей, пожалуйста, огромную благодарность за эту встречу, за этот прием. Очень вам благодарна. Воспитание подрастающего поколения – дело ответственное, а для руководства республики – первостепенное. Оттого в регионе принята единая концепция, признанная воспитать в молодых людях чувство патриотизма и любви к большой и малой родине. Стоит отметить, что творческие встречи проходят среди всех детских садов, входящих в департамент дошкольного образования мэрии города Грозного. Подобная работа дает огромную возможность для духовного развития ребенка. Лейла Муртазова, Шейх Мансур Умалатов, Вести, Чеченская Республика. Меховые изделия – важнейшая деталь гардероба современной женщины. Она служит одновременно предметом роскоши, символом успеха и подчеркивает статус владельца. Бренд «Вятские меха» «Белка» прекрасно зарекомендовал себя. Это крупнейшая отечественная компания по продаже изделий из меха. В грозинском ее бутике можно найти все, что душе угодно, с учетом модных тенденций. Подробнее в нашем сюжете. На любой вкус и цвет, а самое главное – по доступным ценам. Шубы из норки, пальто, куртки и плащи. В магазине «Вятские меха Белка» представлен большой ассортимент верхней одежды, который обновляется регулярно. Новая коллекция уже ждет своих покупателей. Сейчас в магазине действует скидочная акция на норковую шубу до 20% за наличный расчет. Также вы можете приобрести любую вещь в рассрочку без первого взноса и переплаты сроком до 3 лет. Необходимо только иметь с собой паспорт, шубу можно забрать сразу. Выбор здесь действительно огромный, от классики до последних модных тенденций. Когда есть капюшон, когда можно укрыться, раз, спрятаться. Очень красивая модель, очень красивая, она мне очень нравится. Айна Исаева посещает магазин «Вятские меха» не впервые. Отмечает, что изделия здесь исключительно качественные. Брала здесь шубу себе, мама себе покупала. В общем, оказалась я опять в этом же магазине. Хочу сказать, что в магазине «Вятские меха» очень огромный выбор, друзья. Очень огромный выбор, качественные, красивые. Я их столько пересмотрела, что сначала выбрала одну, потом другую. Теперь остановилась все-таки на этой. Это мне очень нравится. И что самое интересное, здесь есть рассрочка без переплаты до 3 лет. И также здесь действует
скидка до 20%. Но это замечательно, это очень удобно. Фасоны шуб самые разнообразные. Есть и мегатрансформеры. Это универсальная вещь с отстегивающими частями, которая будет выглядеть модно всегда. Такую верхнюю одежду удобно сочетать с любым гардеробом. Для покупателей есть и бонусная программа, благодаря которой вы сможете получить персональную скидку. Нужно всего лишь отсканировать QR-код, и находится он прямо у кассы. Крупнейшая отечественная компания «Вятские меха Белка» на рынке уже более 10 лет и прекрасно зарекомендовала себя среди покупателей не только в стране, но и за рубежом. Магазины находятся во многих регионах России. В Грозном бутик можно найти по адресу: Республиканский торговый центр «Беркат», улица Назарбаева, 98, 62 блок. В выборе шубы вам помогут опытные сотрудники магазина. Не упустите возможность приобрести изделия из новой коллекции по самой низкой цене. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.